В этом году предстоит отметить важную историческую дату – 85 лет с начала Великой Отечественной войны и обороны Москвы. Как известно, именно отчаянная защита столицы страны позволила сломать план Гитлера молниеносной войны. И одним из активных участников этой операции был наш земляк, уроженец города Баймака, генерал-полковник артиллерии Даниил Арсентьевич Журавлев. Об этом поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте, я представляю гостя в студии. Рамиль Рахимов, заведующий кафедрой Уфимского университета науки и технологий, председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества. Рамиль Насибулович, здравствуйте. Рамиль Насибулович, вот я сейчас сказала о том, что один из тех, кто участвовал именно в обороне Москвы, в таком важном историческом событии, Даниил Арсентьевич Журавлев. Однако вот это имя, я бы не сказала, что очень широко известно в республике Башкортостан. Почему? Так сложилось. Дело в том, что на самом деле это имя было широко известно в свое время, в годы войны, потому что назначение на эту должность, он вообще был артиллерист. Вот вы же сказали, он был генерал-полковник артиллерии. Но он был очень грамотный артиллерист. Именно Сталин выбрал его из того большого количества возможных претендентов на должность командующего ПВО Москвы. Он защищал небо Москвы, причем защищал замечательно. Практически массовых бомбардировок города не получилось сделать немцам. И представьте, мы Берлин разбомбили, мы, союзники, разбомбили там Гамбург, Дрезден и Лейпциг, но Москву никто не смог разбомбить. Бомбы падали, но не в массовом порядке. Это заслуга системы ПВО. ПВО – это самолеты, это зенитные пушки и всякого рода пулеметы, это аэростаты, но много чего вообще в ПВО. Вот это все сделал Журавлев. Он автор мемуаров, но они вышли в 1956 году. Так случилось, у него сын погиб на фронте, а дочь уехала за границу, по сути, потерялись контакты. И вот он, как-то уехал когда-то в молодые годы из родных краев, и уже, конечно же, забылось. На самом деле, так получается в жизни, на самом деле это очень заслуженный генерал. Можете какие-то, может быть, оперативные решения, которые послужили и стали основанием для того, чтобы присвоить ему звание генерала, полковника артиллерии? Он себя проявил еще до войны на военных учениях. Он показал себя как очень грамотный специалист. Он очень хорошо разбирался в материальной технической базе. Вот, понимаете, в артиллерии надо знать параметры своих пушек, минометов, гаубиц, что куда стреляет и как эту технику расставить так, чтобы грамотный был огонь. То есть там очень много такого технического решения, это надо держать в голове. Но и артиллерия – это математика. Зенитная артиллерия – это математика с геометрией. Самолет летит в воздухе, там измерения идут разные. Высота, скорость полета, направление полета и так далее. Вот с этим он справлялся очень хорошо. У него был особый командный пункт, кстати. Сталину он подчинялся лично, потому что отвечал за небо Москвы. И все предупреждения о налетах авиации, которые его подчиненные давали, позволяли населению спрятаться в метро, в бомбоубежищах, а система ПВО прийти в боевое состояние и сбивать самолеты. Рамиль Насибулович, может быть, и я бы тоже не узнала, к своему сожалению, к своему стыду, имя Даниила Арсентьевича Журавлева, если бы не мои коллеги, которые сейчас занимаются подготовительной работой к документальному фильму о нем, и вы станете научным консультантом в этом проекте. И я правильно понимаю, что это станет одним из продолжений цикла фильмов о генералах? Совершенно верно. Замечательная наш журналист БСТ Файруза Фатхулина. Она в прошлом году уже сняла 5 фильмов о наших генералах, уроженцах Башкортостана, которые тоже многие молодые годы уехали и прославились в годы Великой Отечественной войны. Вот это очень хорошие фильмы, они получили достаточно высокую оценку. И сейчас мы снимаем фильм о Журавлеве, но это фильм, конечно, о человеке, который закрыл небо Москвы. Вот по-настоящему закрыл его от врага. И мы очень горды тем, что, во-первых, это наш земляк, горды тем, что мы это имя вернем в республику, и горды тем, что все-таки мы почтим память этого замечательного человека. Но Файруза вот эту серию фильмов продолжает, мы ее всегда поддерживаем, потому что это очень важно, снимать документальные фильмы о наших земляках, тем более о генералах. Их не так много, но это ведь генералы. Рамиль Насибулович, но сейчас все говорят о том, что мы же для кого снимаем эти фильмы? Для молодежи. А у молодежи говорят о том, что клиповое мышление, что им нужны короткие какие-то фильмы и так далее. А вот здесь документальный фильм, такая основательная работа, востребована? Да.
Почему? Потому что документальный фильм – это все-таки документы, свидетельства очевидцев, хроника, рассказы специалистов, экспертов, историков. Это правда. То есть это историческая достоверная информация, которую можно верить и которая доказана, и, в общем-то, все там нормально. Другая проблема – этот документальный фильм, они ведь небольшие по размеру. Это, по сути, часть уроков истории. И это можно показывать школьникам, и школьники будут видеть наших земляков, героев Великой Отечественной войны, да еще генералов. Ну и, разумеется, почему клиповое мышление? Молодые люди ходят и на художественные фильмы, которые идут час 20, час 40, и ничего же без клипового мышления. Здесь нормально, если есть желание и если есть интерес, то будешь смотреть и документальное кино. И, кстати, многие ведь смотрят. Мы смотрим документальные фильмы, там, например, про животных с большим удовольствием, да, про какие-то географические путешествия. И исторические фильмы смотрим. Пример, там, я уж не буду говорить, там, канал «Звезда», там, BBC, «Всемирная география», там, чего только нет на телевидении, да. И на самом деле это все смотрибельные передачи. Поэтому, я думаю, документальное кино, у него есть свое будущее. Особенно сейчас, в наше время, когда идет и спецоперация, наверное, это востребовано, чтобы вспомнить прошлое и помнить в настоящем. Конечно, Журавлев создатель, по сути, системы ПВО, которая была безотказной. Человек, который, вот судя по его мемуарам, я их читал, спал, ел и жил на своем командном пункте, а что поделаешь, только выезжал в войска. И это человек, который отдал все свои знания, силы и умения для того, чтобы выполнить то, что ему было приказано. И он это выполнил блестяще. Он, кстати, командовал еще салютами. Вот не будем забывать, что праздничный салют – это тоже Журавлев, командир. Это тоже тонкая работа. Конечно, около Кремля стояли гаубицы, они стреляли холостыми, этими осветительными разными снарядами. Это все тоже надо было делать, и надо было делать всегда. Вот. И, конечно же, это пример. И сейчас у нас хорошая система ПВО, которая прикрывает Москву. Поскольку в Москву мы летаем часто, мы знаем, что беспилотники уже врага не долетают до нашего столицы, их сбивают. Но это вот система ПВО, которая организована. Когда-то Журавлев организовал, сейчас другие генералы, узнаем их имена, которые организовали защиту нашей столицы от налетов наших недружественных, авиационных каких-то там летающих аппаратов, да, скажем так. Рамиль Насибулович, раз вы читали мемуары Журавлева, вы уже отметили о том, что он проявил себя уже и во время учений. Расскажите вот в целом его, может быть, портрет такой вот для того, чтобы нам понять, человеческий. Вот вы знаете, это портрет вот тех, которых вот я всегда говорю, что надо их смотреть, изучать, и это вот такие же, как Шеймуратов, как Муса Гареев. Это люди, которые сделали себя сами. Вот паренек из глубинки, он вообще из шахтерской семьи, там, из простых людей, там, получил грамоту, но он тянулся к знаниям, он волевой был, вот он поставил задачу, и он ее достигал. Понимаете, он мог себя сконцентрировать, как у спортсмена, да, и вот это качество, когда человек желает что-то достичь, и он достигает, и он пишет, там есть интересные моменты, когда он получал удовлетворение от того, что все идет нормально, все хорошо, но это удовлетворение вот человека такого поработавшего, то есть он понимал, что это не просто счастье свалилось там, или случай такой удачный, да, ведь там есть описание, когда Сталин ему сказал, что вы будете, а как я же артиллерист, я зенитными еще, ничего, разберетесь, вы грамотный. То есть, вы понимаете? И человек понимает, поставили, я грамотный, да, я сейчас пойду разберусь с зенитными пушками. Он-то пушками другими командовал, но там тоже пушки, и здесь пушки. И ему сказали, и что, разберетесь. Сталин сказал, он грамотный, все. Вот понимаете, это люди, которые сделали себя, никуда не прятались, могли переступить через очень многие преграды, но это сила воли. Вот эти ребята, той эпохи 20-30-х годов, которые стали командирами, для нас тоже пример. Это вот такие люди, да, которым ставишь задачу, вот вы только что сказали, там, они разбираются и не боятся ничего, преград. То есть я не знаю, но я могу узнать. И самое главное, они не боялись брать ответственность на себя. Это очень серьезное дело, потому что есть очень много серьезных, хороших, может быть, офицеров, командиров, но есть вот командирское качество брать ответственность на себя, то есть брать волевое решение. Я так принял, это мой приказ, его надо выполнять, и я несу за него полную ответственность. Но это может сказать человек, настоящий командир, грамотный, подкованный, но прекрасно понимающий, что он делает. Вот это качество у Журавлева, конечно, было. Схоже это качество с героями предыдущих документальных фильмов, которые уже сняты были? Да,
Да, и вот мы там про Ласкина снимали, который пленил там Паулюса, да, и Паулюс взял, говорил, покажите вы свои документы. Он показывает и говорит, вы же там начальник политотдела, но он немножко врал, да. Он говорит, ну и что, документ о том, что я в штабе фронта еще не пришли, а вы же сами, у вас мундир, там, генерал, значит, полковник, а называйте себя фельдмаршалом. Он, Паулюс, смутился, говорит, ну да, просто пришла радиограмма, вот я могу вам доказать, показать радиограмму. То есть он, вот человек не стеснялся, не смущался попасть в ситуацию, легко находил объяснение и спокойно, уверенно. Но он настолько уверенно сказал, что все, собирайтесь, пойдете со мной. Паулюс сказал, а можно потом? Он говорит, нет. И ваши офицеры пусть со мной идут. И они, опустив руки, так сказать, плечи, собрали вещи и пошли. То есть вообще считали, что пока поговорим, может через день, может завтра они придут. Нет, он понял, что вот он держит ситуацию. Он говорит, нет, все, собирайте вещи и пойдемте с нами. Вот это человек, который знает, что он делает. Понимаете, это качество. Поэтому это очень интересные люди. О ком еще, может быть, будут сняты документальные фильмы? Там у нас есть серия. Рассказывать все пока не буду. Фильмы будут сняты об очень замечательных генералах. Пока речь идет о генералах и адмиралах. Ну, сразу скажу, что будет об адмирале Рале, наш уфимец, замечательный командир Балтийским флотом, Кронштадтом в годы Великой Отечественной войны, как раз вот блокада Ленинграда, это все Раль. Он все сделал для победы флота, молодец. Вот фильм о Рале будет снят. Но он будет снят, наверное, не в этом году, мы в следующем, потому что там очень большая работа, его потомки живы вообще. Они тоже служат на флоте. И там надо работать в музеях Петербурга, ну, это морская тема. Вот. А есть еще, мы по Журавлеву будем работать, конечно же, с музеем Московской ПВО, разумеется, он командовал. Мы будем работать с москвичами, потому что там очень важно, это не потомки его, мы не нашли потомков, а сослуживцы. Вот кто-то уже, кто служил или учился там, и так далее. Вот. И это будет, но будут фильмы еще о генералах, будут фильмы. У нас есть генералы и есть люди, о которых надо говорить и надо показывать. На телевидении есть такое понятие, как целевая аудитория. Вот ваши документальные фильмы, как вы думаете, на кого они рассчитаны? Вы знаете, мы их делаем так, чтобы они были рассчитаны и на молодежь, и на взрослых. То есть вот мы не делаем этого для молодежи, тут очень простым, там, примитивным языком. Нет, но конечно, мы поясняем какие-то термины, некие вот такие особенности, или объясняем, почему вот он генерал, вот он так делал, либо почему ему так вот приказали, или он там приказал так. Там есть особенности, конечно, сложные взаимоотношения офицеров внутри, это же целый организм армии. Вот, это все есть. Но, тем не менее, мы рассчитываем и на взрослую аудиторию. И эти фильмы, которые вот Файруза Фатхуллина сделала, и они прошли уже эфир, мне подходили люди, достаточно взрослые, и в большом возрасте, так сказать, и в среднем возрасте, говорили, посмотрели фильм, так замечательно, мы не знали про этого генерала. А наш земляк, оказывается, как удивительно. И очень хорошо, что вы вот подняли эту тему. Потому что после войны они служили ведь в разных местах и уехали по месту службы, многие вот скончались там. Где-то кто-то в Армении, кто-то еще где-то, понимаете? Но они-то родились здесь, они состоялись как молодые люди, выучились здесь, вот они отсюда пошли. И мы, конечно же, не будем их забывать. Рамиль Насибулович, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию, рассказали очень много интересной информации. А самое главное, что мы ждем еще документальные фильмы о наших героях, о которых мы почему-то иногда незаслуженно забываем. Будем рассказывать. Спасибо огромное. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.